Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. В Чеченскую республику доставлен саженец дерева, под которым сидел пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Расширение дорог, замена коммуникаций, строительство развязок. Рамзан Хаджи Кадыров проинспектировал реконструкцию улицы Ларсанова в Грозном. Духовная поддержка. Почему чеченские богословы принимают участие в специальной операции на Украине? Движение – это жизнь. Министерство Чеченской Республики по туризму организовало первый в этом году пеший турпоход. Природа, она придает тебе силы, тебе, насколько бы ты ни устал, тебе все равно хочется добираться вверх и вверх. В Чеченскую республику привезли отросток благословенного дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. Подарок от короля Иордании Рамзану Хаджи Кадырову доставил муфтий региона Салах Хаджи Межиев. В аэропорту Грозного его встретили известные богословы и мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. Вместе они прочитали мавлид, восхваляя лучшего из людей. بركة حقيقي إذا قيمر عليه الصلاة والسلام سن عندك دين خل دولديت سعيزر قبعي سو شخي يلشتلو يردان عدو إذا سنخا داقة يقنا سنة ديت داقنا إذا دلقي تمسا دينا دولشة إشتا سير كرول عبد الله قيمر تين سقو ويفتح دال شويلز رمضان حج أحمد حج كنت سن سوة نخششن خصوة ويفتح ليرم بنا إشتا إدوق بركات دغستان شو حقيقي الحمد لله دال خاصتن بو رزق الوش داله ويفتح ويقام أخ نوخش شو عالشش بركات يح ديكني عصودوش دوق بركات خيل سنة. Делегация направилась к главе региона. Рамзан Хаджи Кадыров тепло встретил почетных гостей, которые привезли ему подарок. Муфтий региона рассказал о ценности отростка дерева, под которым отдыхал лучший из людей пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. В свою очередь Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил короля Иордании и поздравил всех мусульман Чеченской республики с таким знаменательным событием. هنا وداغستان والمسان ويقوم بيركتي دويلر إذا تعشيكو يوجديل يشنا عليه السلام دين سوق تويس تخيل شيء وصلت من دينا دولشة إذا دعلت تسخص حدا ورداسر رزق الوجدالة حيديكني سوق الوقدالة حيوغا سار مسار سوق برنس هاشم مسار دوخ سلام ما شاء الله بار أقا شيشة ديلغا حدوق بيشو بار حيوسا bolşlar mana şeş kema otna işler aqa yerdit hada ytixsar ishton dar shatsan isti chuma nissalo rezoltno de karolnat nasledni snadon way larim bin way qomlarim bin don ibol xabarin donar sul mahdon hado holdo ishtona bu sob din Payamar üyesün de samar don dokundu don avukan don diçi de başola hediyat don sardon dit gedo don awen don payamar fin bu ahid don dak payamar don indardin don bilgloin don dostol don dit don sinah don tagawen maşallah nohşi jokaçer don har erdele diyor dokuyun don. Рамзан Хаджи Кадыров посетил место дислокации чеченского батальона «Восток Ахмат». Он входит в состав войск Южного военного округа Министерства обороны России. Глава региона проверил созданные условия проживания бойцов. Крепки физически и преисполнены силой духа. Именно так можно охарактеризовать чеченских военнослужащих. Сразу по приезду Рамзан Хаджи Кадыров поприветствовал бойцов. Он рассказал о важности их миссии. Углич одона, войн уезжал политик, дахуш, руководство государства, даже исламское государство, да цедашбе, дон, алцебашдег, хинс турецкий, да пачафюк, да цыгаха,
LGBT dan paraat is horen on ja publieke damage do. Russia ta publieke dom dat. Ta LGBT paraat dat. Ta agoyat وين dan patch halka dager. Aka patch halka deers do شوي بوصل دين وهو اس مصو عالم تجي الدنيا نشوف عالمنا حابه خاتنا عالم سنا هو الدنيا جميل بول patch halka دون. هو رسي patch halka نك عشان شو ماجيك دايتا. شغلة مز دايتا قرآن عام دايتا ها patch halka ديش لبوشون. أويتان شوز لريجي شو هون داشي رسي patch halka دو عليه لو بيو دونه شيء أنا بعد رأس تنزب دونه شاش يوجد عليه شو شاش دل ما دل يوجد أردوي شيء خاشين بوش خبرت دوش بوش أنا الشيء عشان دو على بول تانا رسي patch halka دون بيش بالبوخة إز دونه بوصل patch halka بول شاري دو قبل بدنا كورت بول شاري كارول سيدنا نسلدني برنس سيدنا داس دون شاش دديزك ديش نتان رسي دون اش نوت شدونه شين كورت حلقة مت بيتنا بوصل ناخ الدنيا نشوف بوشه مصو عيلم ناخ عيد بلح بول ناخ تاعن ويبوش دون. Лидер субъекта остался доволен уровнем экипировки бойцов. форма диажада البرنج ديش ديك نشوف ولا Во время инспекции Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с ходом реконструкции объекта, в котором будут находиться бойцы. Он располагается в поселке Ханкала и будет предназначен для нужд сформированных батальонов. Салам алейкум. Большой птичий На будущее, на 2 батальона, чтобы по отдельности. Да, чтобы друг друга не мешали. По словам Рамзана Хаджи Кадырова, всесторонняя поддержка служит хорошей мотивацией для бойцов. Они уже готовы к защите своей родины. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Также Рамзан Хаджи Кадыров побывал в селе Автуры, где располагается новый батальон «Запад Ахмат». Глава региона пообщался с личным составом во время построения. Он отметил, что создание полка и батальонов не подразумевает скорейшую отправку бойцов на выполнение оперативно-боевых задач. Прежде всего, в этих подразделениях будут учиться военному делу, всесторонне тренироваться и повышать свою готовность, и при необходимости встать на защиту Родины. إشدان أوجي ونحشي أم داخل ريحة لك أوجي دان دقي دزدش نشلقش مسألة دولار ددي إشدان يعني نحشي الباش دان شو من مصر يقولوا لك نحشي دنيا شوية عندون دان قوان خلقيات بيشوف دان بوجري بو تجري بو قوان غيبو قوان خد دايما وقت در بيشوف دان دايما كان شيء دان سدع كيش بيك دان daar bola dan zodan horisbeulig adeers do daar ka horisbeulig adol hal hoogst do daar dan emstelet dan daar ka taran shugdan hadelo dan taran shug emi o boshlag wat dan taran goed adeers do dan zo dat daar taran aman ketsel die zo dat dan mul goed dan it aman ketchen khali zo dat dan fysiski dan umsvinne mosso dan strategiski dan samen nie op met de dan dus amos ونوصلوست ميال دولم دوش هذا خاخوش دانه متشنت أمن كيش خلديش دكوي دست دان نحشي شو عطام غير بو ساعة نحت عشرة دور دات نحشي شو عطام غير بات دان قام بدان ونح شيء نشيت نايس دان دلع دان بوصل دين إيش قام غير بو عاج بوصل دين دان مصر دان بيلاش دان إيش هلك بلاش دو دان تاك دان ويت أمير دادي زدو مش على هذا غادي زدو حدا كادي زدو لبوي دان إخواتي زداش دانه أشياء مسا كوت شيء زدو دان ده عبيات كيول ده مسوي شو مالر دويل ده اللي يعرض ده وجي على دانه ده إمام مكش دوش مرشي دوش شيء دوزل ثاني دوش داخل نسلويل دان ده لا تبوي مثلا أخبار الله أكبر. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров ознакомился с ходом реконструкции места базирования батальона «Запад Ахмат». Глава региона отметил, что для военнослужащих необходимо создать лучшие условия как для тренировок, так и для досуга. Сейчас мы уже привезли сюда корды, ПТРК, АГС и спецвооружение. Это спецавтоматы. Людей, которые установят там их. Все это будем работать, да. С Ростова мы сегодня запросили. Еще нам надо очень нужно, чтобы они умели работать на квадрокоптерах там и полностью топографии, чтобы там полностью наши специалисты в Руси будут обучать, но дополнительно тоже еще ваши минометы, как стрелять там с артиллеристами мы уже начали, проводим занятия. В каждом батальоне сейчас выделено по одному артиллеристу.
дополучены минометы и первичные занятия по топографии, обучение основы топографии, наведения, управления огнем уже проводятся с батальонами. Не зная эти нюансы, но у нас вначале были проблемы. Мы уже начали построить. В батальоне здесь проводим, в Западе, в Востоке уже проводим. Данный батальон уже получил минометы, и с ними занятия проводятся уже. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров провел инспекцию по одной из центральных транспортных артерий Грозного, улицы имени Сайпуддина Ларсанова. Проводятся масштабные изменения от преобразования фасада зданий до расширения дорожного полотна до 6 полос. Подробнее в следующем материале. Всего за небольшой промежуток времени на улице имени Сайпуддина Ларсанова проделаны внушительные объемы работ. Посмотрел на реконструкцию одной из центральных улиц города Грозного лично Рамзан Хаджи Кадыров. Дом и? Дом. Дом, да, и что? Ходим, да? Необычный дом. Она вот штук да, ничего. Лишь там, кюзнешь, вертикальный поворот. Это видно, это не степо. Лифта юэтсон, буа парковка юэтсон, это авор халхаршо, ты да парков, что это вот, на. Хогайра полница, зеленый ирк здание медколледжа до в конце. Шай где-то захаки, цветца темная, кай хазейт, на. Мастер фасад чат, уж обновить чего. Специалисты обновляют фасады зданий, а вдоль дорог установят столбы освещения с энергосберегающими лампами. Ведутся работы по сохранению и пересадке деревьев. Также оборудуют пешеходную зону и автопарковки. Да, уличное освещение, его современное, меласил, бордюр, руаюш, мраморный юж, срок 20-30 лет юж, бетонный бордюр, сырший галет, а после что так говоришь, мраморный бордюр, ези юж, почти 10 раз, здесь вот 8-10 раз. И бордюр юж, да, брусчатка современная, есть брусчатка, так, не, шорбешал, стать лично дорогой, долуштека, пересадить машины, уж пересадить еще. Келд эдидише, дичтат, уж мела дохтинаше, ажа, уж заказать иной. Мэр города Хасмагомед Кадыров рассказал о расширении дорожного полотна на этом участке до 6 полос, благодаря чему значительно облегчится передвижение автотранспорта. Также обновляется практически вся инфраструктура, в том числе водопроводные и тепловые сети. Водоканали сеть шейцна, теплосети на шейцна, и что кидавая ближайшие ханчуах проблем цели, то шейк сетчи, уж обновить точь, келдеш домашняя, канализация, а хита да возможно, что ездить население, такие чуть. Царна кел, ёкты мощность еще. Глава региона вместе с мэром Грозного и министром автомобильных дорог Чеченской Республики Абубакаром Тубхаджиевым обсудили варианты строительства транспортной развязки в районе Дома печати, новых административных зданий и спального района. Нокш беркет, олшеда дерка. Окадом печати ёшси руаве ченаш, че бухуда воды, нистаует окш хаоши. Октолусия ол, окшуавер звезеги, что олсия ол. In Roshach уступать шлят, кош прокшош. Ассоциация вещь движение, ще выдак, ще вычи гао. Общая ассоциация вещь, вычи маршруте, гао чавел, мичу чула. Реконструкция улицы Ларсанова является приоритетной и самой масштабной в этом году, отмечает мэр Грозного. Это преобразит весь центр столицы. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Новым секретарем Совета безопасности Чеченской Республики назначен Апти Алаудинов. Об этом Рамзан Хаджи Кадыров сообщил в ходе рабочей встречи. Ранее ведомство возглавлял Аламбек Ясаев. Он переведен в помощники главы региона. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал удачи Апти Алаудинову на новом посту. Он отметил его успехи в специальной военной операции на территории Украины и добавил, что ему можно доверить любое поручение. Сложившаяся ситуация, обстановка, вручение принятия руководителя Совбезова, вы добьешь футбол, так вы республика дадите, что именно Совбеза добьешь футбол, дикечу, с бойшу, так Совбеза, структура,
Посуда, она у республики Армения должна в плане безопасности, экологии, климат, бескачества, решение принятия, информации, оборот, Аламбек, помощник Сиява, руководитель Сходбеза, да, вот то, что решение дают, да, объективы, да, вот я, Лару, Вуэла, Хитсун, Мелат Явел, каждый, любой вопрос, проблемный вопрос, много направлений задала и хан касается задала и вопрос обсудить решение принимать обоснование кечина судья совещание проводить суд куда без любой вопрос, проблемный вопрос и не только изучить с разрешением вопроса с правительством, с муниципальным образованием, с военным, любое направление получается, правоохранительными структурами, куда действует решение вопроса, царство уже справки, Рамзан Ахматович, он дает школу, тиешем балана, так, дал муах, войн, мира дат, дадаван, митчана, ходуни ни ама любой мехтида дана. أدلنا جديد قرشنا وقومن بيدا دول بوسو دين بيدا دول ملخ أو أدلنا دال مقلادون ودعدا ميكنا شفع خوصدو سميش حلويز حون شو الأولى إيشور ساعة قوات أعمل خلف برجل يخشى دال مقلادون أعبرجل يخ كنش متعدونا ويقحوا بردو دال مقلادون بوسو بنا بيدا خلش أقول حريز خلش أقولنا يبغى دبا حجر وصدونا حون ديريز أقول Сотрудникам Совета безопасности Чеченской Республики нового секретаря представил председатель парламента Магомед Даудов. Секретарь Совбеза Тана указ зачитать. Указ главы Чеченской Республики. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 68 Конституции Чеченской Республики назначить Алаудинова Апты Ароновича на должность секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики с 22 июля 2022 года. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Участие в специальной военной операции на Украине принимают не только добровольцы и сотрудники силовых структур. Из Чеченской Республики туда отправляются и богословы. Они помогают бойцам в религиозных вопросах, как делать намерения во время поста, как правильно читать суры из Корана и многое другое. В числе таких богословов Абубакар Мушукаев. Он провел в зоне проведения спецоперации больше месяца. В гостях у него побывала наша съемочная группа. Богослов, сослуживец и друг многих бойцов. Абубакар Мушукаев провел в зоне проведения специальной военной операции больше месяца, помогал военнослужащим в религиозных вопросах, рассказывал им о молитве и посте. يلشان صلوش يوخش برا تيو وديل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الناس دوشي تيش أصولي تعطي و صلوات ناس دولي تيش شاش حق الإزر دلنشون هر دلنشون بوشة شاش إتماخ كعبارة شيماخ كالآر بولير الله ديلو يتفنا بأثر ساعة. Сослуживцы Абубакара говорят о нем с гордостью. Богослов старался вдохновлять солдат, поддерживал их воинский дух. Также он никогда не отказывал в помощи, рассказывают знакомые Абубакара. Имам Мортха, إتغلى يشاتر دق تقعدول بيرشي خاطر شولر لاموز خينس لاموز تيوز در تيم در لاموز إيتر يومش أبسنا احتياش دق ويشور مسار لورشور Семья Богослова с нетерпением ждала его возвращения. У Абубакара 5 сыновей и 2 дочери. С ранних лет отец семейства обучал их чтению Корана.
У одной из дочерей Абу-Бакара серьезное заболевание. Из-за болезни дочери богослов был вынужден вернуться домой. Долг перед Родиной и Всевышним стал превыше всего для Абу-Бакара. Его он выполнил, несмотря на то, что у богослова большая многодетная семья и дочь, нуждающаяся в уходе. Это не остановило его. Диана Хармуш, Арби Чукаев, Аслан Висхаев. Неделя. В Шалинском районе продолжаются работы по подключению газа к земельным участкам. В рамках программы дегазификации в Чеченской Республике планируется подключение более 3500 абонентов. Стать участником программы может любой желающий. Достаточно подать заявление. Работы по подключению газа к частным домам идут полным ходом. Голубое топливо в Шали уже подвели к 45 участкам, а всего в этом районе до конца года планируется газифицировать еще 240 домов. Данную работу проводим, как я сказал ранее, по программе догазификации. Вот абонент приходит, подает заявку на подключение данного своего домовладения. В связи с этим мы подготавливаем проектно-сметную документацию и в дальнейшем нам выделяется материал, газопровод, трубы и фазонной части. Это последовательно мы производим работу по дегазификации. Для участия в программе дегазификации достаточно подать заявление в один из филиалов газовой компании или через портал госуслуг. Для этого необходимы документы на земельный участок, паспорт и СНИЛС. После подачи документов в филиал выезжают инженера, проектировщики. Они делают проект данного участка. Потом уезжаем мы, уже делаем разметку, арочные переходы, также проводим газ до данного домовладения. Семья Тазуевых недавно переехала в новый дом. Газа на земельном участке не было. Собрав нужный пакет документов, они отдали заявление и стали участниками программы. Gaz dokul qiyetun. Derez khilla ala la'sun qarn. Harta sayti charda бяхкин чакарна массарна. Всего в этом году в республике по программе дегазификации планируется подключить к голубому топливу более 3500 абонентов. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Мусульмане Манчестера собрали пожертвования для малоимущих семей. А в Турции имам и прихожане одной из мечетей установили у входа в святыню шкафчик со сладостями, чтобы радовать юных посетителей. Новости из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». Мусульмане сделали пожертвование в банк продовольствия Манчестера, благодаря чему малоимущие семьи смогли получить халяльное мясо и продукты питания. Финансовая помощь позволила на несколько месяцев волонтерам закупить все необходимое. Руководитель фонда поблагодарил исламское сообщество за содействие. Борис Джонсон и его партия более 300 раз оскорбила верующих. Почет произвела глава мусульманского совета Великобритании Зара Мухаммед. Она не стала мириться с унижением и потребовала публичных извинений. Пресс-секретарь правительства Англии пообещал принять соответствующие меры. 38-летний мусульманин из Великобритании 7 лет занимается сбором мусора. Парень считает, что подобными действиями ему удастся сплотить представителей разных наций и конфессий. Поддержать инициативу приезжают волонтеры из соседних районов. На одном из своих выступлений член Конгресса Соединенных Штатов Лорен Боберт обратилась к своей коллеге в хиджабе. Она потребовала от Ильхам Умар снять его. Оперировала тем, что религия не является частью государственной власти. Хотя в 2019 году ношение головного убора у госслужащих было одобрено на законодательном уровне. Необычный способ привлечь детей к религии придумал имам мечети из Турции. У входа он установил шкаф и заполнил его сладостями. Инициативу проповедника поддержали благотворительные организации, которые пополняют запасы. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. 5 часов природы, свежего воздуха, водопады и небольшие озера. Министерство Чеченской Республики по туризму организовало первый в этом году пеший турпоход. Группа из 30 человек, в том числе из других регионов, отправилась к истоку реки Гумс. Их ожидала не только приятная прогулка, но и организованный министерством пикник в живописном месте. Наша съемочная группа отправилась вместе с ними.
Вода, полный рюкзак с продовольствием и хорошее настроение. Все готово для пешего похода. Группа из 30 человек отправляется в Веденский район с одной целью – насладиться природой, окружающей реку Гумс и дорогу к ней. Природа, она придает тебе силы, тебе, насколько бы ты ни устал, тебе все равно хочется добираться вверх и вверх, потому что горы, вот, шум реки. Для тех, кто принимает участие в путешествии впервые, дорога в 2,5 километра кажется сложной и долгой, но любовь к природе и жажда приключений дают мотивацию. Мы пришли первый раз в пеший поход, а нас привезла наша тетя, спасибо ей за это. Тут очень красиво, на самом деле путь чуть-чуть тяжелый, прям чуть-чуть, но можно справиться. Обратно будет добираться чуть-чуть тяжелее, а так все хорошо, нам очень нравится, красивая природа. Пешие походы проводятся Министерством Чеченской Республики по туризму уже не первый год. Можно сказать, что это уже традиция. Несмотря на все трудности, в итоге мы пришли к конечному пункту путешествия, к истоку реки Гумс. Вода здесь чистая, а воздух свежий. Глубина водоема больше 20 метров. До начала пандемии коронавируса ученые из Крыма начали проводить здесь исследования. Это место пару лет назад было исследовано учеными с Крыма. Дайвер один погрузился в это отверстие на 20 метров, и дальше он не смог проплыть из-за того, что там мешали деревья, ветки, и он был один, и было небезопасно дальше продолжать путь. Но по его заверениям, по его опыту, он сказал, что ландшафт этой местности и сама пещера похоже, что после погружения на большую дистанцию будут обнаружены подземные пещеры. Полюбовавшись водопадом у истока реки, путешественники устроили пикник прямо здесь. Организаторы обещают, что пешие походы и джип-туры будут проводиться каждые выходные до конца лета. Седа Хасиева, Адам Яхьяев и Аслан Висхаев в неделе. Автомобильный фестиваль «Грозный автофест» прошел на базе автодрома «Крепость Грозная». Любители драйва соревновались, у кого в машине лучше звук, ниже дорожный просвет и быстрее сам железный конь. Для этого в республику съехались участники из нескольких регионов России. Там же побывала и наша съемочная группа. Ассаламу алейкум. Мы сегодня организовываем чемпионат по драг-рейсингу. Я еще раз приветствую всех гостей, которые приехали, всю команду, которая в драг-рейсинге у нас участвует. Огромное спасибо министерству, которое организовали, собрали здесь. С приветственного слова стартовал фестиваль автомобильного спорта. Он проводится уже не первый год в Чеченской Республике. Здесь своя атмосфера, которая близка тем, кто часто за рулем. Я приехал с Кабардино-Балкарской Республики поучаствовать на этих соревнованиях. И если можно выразить огромную благодарность организаторам, что устраивают такие соревнования. В целом, хочу сказать, что это для нас такой отдых. В целом, сама идея проведения фестиваля возникла после общения с представителями автомобильных сообществ Чеченской Республики. Министерство Чеченской Республики по туризму в целях развития въездного туризма и проведения событийных мероприятий решила объединить несколько направлений в автомобильной тематике под эгидой единого фестиваля. Большая и комфортная площадка предоставлена автолюбителям, причем не только из Чеченской Республики, но и из других регионов. Соревнования по автозвуку можно назвать одним из самых интересных. Я участник автозвука. Здесь Чечня просто позвали меня на участие автозвука. И теперь будем соревноваться среди других. Соревнуются почти 50 участников. Каждый из них подъезжает к замерочной зоне, 3 попытками демонстрируя звучание аудиосистемы автомобиля, после чего фиксируется результат с наибольшим показателем. Помимо соревнования по автозвуку, здесь также проводятся гонки. Более 60 участников прибыли сюда с единственной целью – победить. Дистанция заезда 402 метра, в каждом не более 2 автомобилей. В этой номинации 10 классов, в каждом 3 призовых места. Сегодня на автодроме «Крепость Грозная» проходит любительское соревнование по драг-рейсингу. Это наше традиционное соревнование. Мы арендуем площадку, то есть у нас есть такая услуга. Организаторы приходят и проводят у нас соревнования. Значит, это не чемпионат Чеченской Республики, тем не менее, это очень развитый в нашем регионе вид спорта, так скажем. Людям очень нравится. Поддерживают участников гонки родственники и друзья. Местный житель приехал поддержать друга, который участвует в гонках, желая ему, само собой, победы. Для некоторых автоспорт – это возможность самореализоваться, и чаще всего он популярен среди молодежи. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя.
Чеченскую республику посетили участники молодежного движения «Дороги славы. Наша история». В рамках визита делегация побывала в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь прошла церемония возложения цветов, после чего для участников акции провели обширную экскурсию по зданию музея, рассказали о представленных экспозициях, а также показали воссозданный рабочий кабинет первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Кавказское гостеприимство во всей красе демонстрирует Чечня. Нас очень хорошо приняли. Нам все очень понравилось, очень помогли с организацией. Было уже 2 мероприятия до возложения. Конечно, радует Грозный чистотой, красотой. Все очень хорошо, все нам очень нравится. Патриотическое движение «Дороги славы. Наша история» – молодежный проект, созданный 7 лет назад студентами ростовских вузов. Акция проводится в форме автопробега по городам воинской славы, местам боев и сражений времен Великой Отечественной войны, населенных пунктов, где располагались госпитали и места воинских захоронений солдат Красной Армии. Мы очень благодарны главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за такой теплый прием, мэру города, всем людям, которые готовили наш приезд, потому что такая совместная акция нашего пребывания. Мы возложили цветы к памятникам, к памятным местам города Грозного. Сегодня мы сейчас находимся в музейном комплексе, поэтому у нас очень большая интересная программа с городом Грозным. А самое главное, что я надеюсь, что мы подружимся с Чеченской республикой как движение и будем активно приглашать в наши акции как общественников и участвовать в мероприятиях Чеченской республики. В Министерстве Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации презентовали книги «Чечня. Природа» и «Яндаров Халид» и «Чеченский язык». В них собраны истории о природе малой родины, а также труды ученых, связанных с грамматикой чеченского языка. Авторами выступили Абдулла Алаудинов и Муслим Мурдалов. Мероприятие приурочили к 100-летию чеченской государственности. Рамзан Ахматович Кадыров, глава республики, в своих выступлениях регулярно подчеркивает, что мы, все жители республики, все народы, мы обязаны анализировать, изучать историю, знать свою историю последних 100 лет и не только, знать причины, поводы, из-за которых нам, нашим отцам и дедам приходилось переживать различные сложные этапы, испытания, трагические события, изучать, анализировать с тем, чтобы в будущем не повторились такие трагические этапы, события в истории нашего народа. Мы должны изучать историю, популяризировать изучение истории. И в данном контексте эти книги они являются отличным пособием, хорошим материалом и подспорьем для всей республики. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!